Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы расскажем вам о 3 историях судеб. О всех о них мы рассказывали весной, когда они были в Якутске. И мы приложили немало усилий, чтобы их спасти, их вывести, привести в нормальное состояние и найти им семьи. Сначала я расскажу о Сальме. Все мы помним ее пируэты, ее прыжки на цепи в ППЖ. Видимо, она так хотела отличиться, чтобы ее увидели, и поэтому, завидев человека, очень высоко прыгала. И ей это удалось – быть замеченной. Удалось кому-то снять на видео ее прыжки. Потом увидела я это и не устояла, увидев эту старательную, прыгающую девчушку. В последующем мы забрали ее. Потом было долгое ожидание перелета, потом передержка. Она оказалась очень застенчивой, скромной и даже трусихой, и не всегда умела за себя постоять перед сородичами. И от этого еще больше сжималось сердце и хотелось пристроить ее быстрее в семью, где будут любить, а не напрягать сородичей с разными характерами, которых она сторонилась. Несмотря на свой внушительный, немаленький вид. И нам удалось. Сальмочка наша в семье. Она много гуляет на природе, а 2 мелкие хозяйские собачки не напрягают ее. Ее любят, ласкают, заботятся. Давайте, друзья, пожелаем ей счастья и долгих лет жизни. А теперь об Амурчике. Да чего же сладкий этот ребенок. Ненавязчивый, жил и спал где придется, на дороге пыльной. А проснувшись, шел искать себе еду. Не раз видели заходившим в озеро. Может, пытался поймать пропитание там. Когда его Игорь забирал с дороги, это было дело весной, сонным, он продолжал дремать в его машине. Настолько он выглядел уставшим от такой жизни. Ну а потом, гораздо позже, мы его вывозили из Якутска. Потом его приметила наша подписчица Анжела из Мюнхена. И вскоре наш малыш уехал к ней, в их семью. Хочется, чтобы у всех наших спасенышей сложилась счастливая жизнь. Мы так много прикладывали усилий для этого. И пожелать крепкого здоровья самим семьям, где живут наши малыши. И, конечно же, долгих лет узникам плена человеческой жестокости и бездушия. Будь счастлив, наш Амурчик, и всего самого доброго его хозяйке Анжеле.
И вот очередная история. Как-то в июне ранним утром к волонтерам, проводив очередных малышей в Москву, навязался бело-черный песик. Он отчаянно пытался войти в двери аэропорта, как будто кто-то его забыл, а он кого-то ищет. Историю его мы не знаем, но не зря же он увязался за людьми, которые спасают собак, которые провожали собачуль в Москву. Он прыгал и скакал, как будто говорил: «А может, и меня отправите?» И вот я опять растрогалась, увидев его по видео. Попросила забрать его, передержать, и вскоре или не вскоре, но он прилетел к нам в Москву. Потом была передержка, ожидание семьи. И вот наш Венечка, наконец-то и ему нашлась семья. И ему нашелся теплый, уютный уголок на этой планете. Малыш, будь счастлив, ведь это твоя судьба – попасться под ноги волонтеру, и судьба – попасть мне на глаза. Рада за тебя. Будь счастлив, малыш.